Самат Хаштабекович, у вас есть вопрос? Есть вопрос. Пожалуйста. Тимур Жеңишбекович, скажите, пожалуйста, значит, вы полностью противоречите этой статье Конституции, да? Вы так считаете, что? Да, в Конституции содержание, формулировка нормы указывается как в Конституции. Цензура в Кыргызской республике не допускается. Часть 2 статьи 10. Норма императивная. Сказано, не допускается. Нету никаких оговорок. Но при этом закон, вот, который, да, по нормам положения, здесь выходит уже за рамки содержания этой нормы конституционной, запрета, смысла, и уже смысл содержания расширяет закон, который стоит ниже Конституции по своей юридической силе. Соответственно, прямое противоречие и расширение смысла и содержания запрета установленного Конституции. Значит, по вашему мнению, что можно, да, вот концепцию фильма призвать по наследственному изменению, значит, по вашему мнению, это можно, да, значит, вот терроризм или порнографические фильмы. Да, я понял. Вы имеете в виду, можно ли, да, вот распространять какие-то вот негативную информацию, так сказать, да? Можно. Да. Знаете, мы должны различить, я считаю, что нужно различать цензуру как таковую, да? Цензуру — это институт, который сложился исторически в человеческом обществе, и ограничения. Как я сказал, цензура — это негативно подавляющий институт человеческой истории. Соответственно, в нашей Конституции адекватно, логически, правомерно, справедливо заложена норма, что цензура не допускается. Но, я как говорю, мы должны различить цензуру, это одно, и ограничение. Цензура не допускается. В Конституции сказано. Но есть ограничения, о которых я сказал в своем выступлении, что ограничения, они существуют в Кыргызстане. Это в рамках гражданского судопроизводства и уголовного судопроизводства можно ограничить. И даже нужно, я считаю. Конечно, я сказал, что перечень деяний, которые запрещены в Кыргызской республике, уже в этот перечень включен в Уголовный кодекс. И на практике это реализуется, мы это видим, что отдельные лица по тем или иным деяниям привлекаются к ответственности. Этот механизм отрегулирован, он работает. Но цензура не допускается. Вот у нас позиция. Я вас. Можно, да, второй вопрос? Правозащитные движения Бирдюйнов Кыргызстан, общественное объединение, часто проводит вот, кинофестиваль Бирдюйнов Кыргызстан. Да? Они, правозащитные Бирдюйнов Кыргызстан часто проводит кинофестиваль Бирдюйнов Кыргызстан. И были такие случаи, что по этому статьями как ограничивали какие-то фильмы или такие случаи? Спасибо за ваш вопрос. Хороший уточняющий вопрос задали. Хотел позже сказать, но скажу сейчас, отвечая на ваш вопрос. Вот и в прошлом году, в 2022 году, вот, было у нас случаи ограничения в связи с этими негативными нормами. Вот в прошлом году, в 2023 году, вот последний кинофестиваль со стороны госучреждения Кыргызтасмасы, ссылаясь на вот эти нормы закона о государственной поддержке кинематографии, далее на нормы положения, о котором мы говорим, да, которые исходят также от нормы закона о государственной поддержке кинематографии, там есть соответствующее положение, об этом тоже я уточню. Мы вынуждены проходить предварительную цензуру через государственное учреждение Кыргызтасмасы. То есть, следуя вот этому законодательству действующему, закону и положению правительственному, мы перед тем, как показывать свои фильмы на фестивале, мы должны предоставить все материалы, фильмы для прохождения некой экспертизы. Это предварительное. Представляете, предварительное. И если мы будем рассматривать это законодательство, более изучать, мы это законодательство изучали, вот это положение, да, правительственное, которое принято в рамках и в соответствии во исполнение нормы закона о государственной поддержке кинематографии,
Там говорится, что вот такая норма. Пункт 4 этого положения. Положение утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики от 14 октября 2016 года за номером 551. Вот такая драконовская норма. Аудиовизуальные произведения, предполагаемые для проката на территории Кыргызской Республики, в обязательном порядке предоставляется в Республиканский государственный фонд кино-видеофильмов Кыргызфильмофонд. В настоящее время это госучреждение Кыргызтасмасы. В обязательном порядке предоставляется перед тем, как осуществлять прокат. Предварительная цензура. Во-первых, так как мы эту норму знаем, положение, мы, как законопослушные граждане, организация, мы подаем. Вы представляете, что в Кыргызстане сколько аудиовизуальных произведений производится, да? Это через интернет и так далее распространяется. Представляете, что все должны, физические и юридические лица, должны проходить через эту предварительную цензуру. Это, во-первых, норма драконовская, во-вторых, она неисполнимая просто физически. Государство на себя берет не те неприемлемые функции и полномочия. И вот мы до сих пор, как наш руководитель Томас говорит, мы до сих пор сталкиваемся с вот этим негативной норме, которая допускает цензуру, и до сих пор разбираемся и вот с Министерством культуры, и под нижестоящей организацией департамента кинематографии, госучреждением Кыргызтасмасы. До сих пор идет разбирательство. Цензура, она недопустима, на наш взгляд. И мы вот, так как столкнулись, так как мы изучили соответствующее законодательство, закон, положение, мы обратились в Конституционный суд, говорят, что цензура, она не допускается в Конституции, извините. Хотите ограничивать, пожалуйста, через уголовный процесс, через гражданский процесс. Вот кто недоволен, кто не согласен с той информацией, которую мы распространяем, пожалуйста, есть законные правовые юридические механизмы. Самат Кыштыбекович, есть еще вопросы у вас? Можно уточнить? Да. А вы обжаловали, да, решение учреждения Кыргызтасмасы? А вот последний случай я хотел бы отметить. Вот, мы подали список фильмов. Там большой перечень был, но речь идет об одном фильме, к которому прицепились в Кыргызтасмасы. Здесь в данном случае три сотрудника госучреждения Кыргызтасмасы в составе 3 человек выносят решение, чтобы отказать нам в выдаче прокатного удостоверения на один из фильмов, который нам представили. Это 3 человека. 3 человека. Вот сидят, решают и производят цензуру в Кыргызстане. 3 человека. Вот это решение они принимают. Опять же, я отмечу, что само решение незаконно принято с превышением своих полномочий, которое противоречит и закону, и положению, утвержденному правительством. Потому что эти 3 человека не могли это делать. Они должны были передать соответствующую экспертную комиссию. Но тем не менее, мы это обжаловали. Есть реакция Генеральной прокуратуры, которая вот отмечает, что по результатам рассмотрения нашего обращения в Генеральную прокуратуру в адрес Министерства культуры внесено представление об устранении нарушений. В данном случае, на настоящий момент она еще полностью не рассмотрена, но тем не менее Департамент кинематографии, признав, что Кыргызтасмасы опять же превысила свои полномочия, осуществила несвойственные себе функции цензуры и издал приказ о наложении дисциплинарных взысканий к виновным лицам. То есть вот это вот негативное понимание, неправильное понимание наших отдельных чиновников, что оказывается вот мы можем осуществлять цензуру, вот приводит к таким вещам. И разбираться не нужно. Нам создают преграды для ощущения своих прав и свобод. С другой стороны, мы отвлекаем и государственные органы, и вот эти вот ненужные разбирательства. Мы вынуждены с этим сталкиваться. Самат Кыштыбекович, есть еще вопросы? Больше вопросов. Да. Уважаемые коллеги, есть вопросы у вас? Да, пожалуйста. Тимур Джанишбекович, скажите, пожалуйста, вот вы оспариваете в том числе и статью 10, ну, то есть начать вот эти нормы оспариваете на предмет соответствия статьи 10, да? Части 1 и 2.
Но в этой статье, как вы видите, есть другие нормы, конкретные нормы. В частности, информационной безопасности. По информационной безопасности Кыргызской республики, которая охраняется государством, о мероприятиях, которые значит, проводятся в целях защиты подрастающего поколения от нравственного растления и так далее. Насколько, на ваш взгляд, можно соотносить оспариваемые нормы с этими положениями Конституции или невозможно? Я еще раз хотел обратить ваше внимание, еще раз повторюсь, что мы должны различать ограничения, которые установлены для распространения какой-то информации. Они установлены уголовным кодексом. Я говорю, какие перечень деяний нельзя здесь совершать. Порнография и так далее, экстремизм, терроризм и так далее. Я согласен с этим. Но этот механизм не должен называться цензурой. Он должен реализовываться через другие процессуальные порядок и нормы, которые реализуются. Но цензура это совсем другая вещь. Две разные вещи. Цензура. И причем недаром в Конституции так и сказано. Цензура в Кыргызской республике не допускается. Какие могут быть здесь дискуссии на этот повод? Ну нельзя. Вот сказано, нельзя. Если хочешь ограничивать, пожалуйста, есть механизм в уголовном процессе. Пожалуйста, обращайтесь и ограничивайте. Спасибо. И есть вопрос? Нет? Да. Тимур Джанишбекович, вот вы сказали, у вас уже и практика есть, да? А обратная сторона, о которой вы говорите, по ограничениям, как это срабатывает? Фильм выходит, кто за этим потом заявляет о том, что фильм содержит такие-то, такие-то сцены? Есть механизм, как это срабатывает? И привлекались ли по этому поводу? Есть какие-то такие именно примеры? относительно привлечения к ответственности по Да. Уголовному кодексу, Да. У вас не было таких ну, кейсов? лично у меня не было. Не Но было, я да? думаю, что они есть. Есть, да? И есть возможность и у правоохранительных органов, да, Мгм. компетентных, привлекать виновных лиц к ответственности. Спасибо. Нету больше вопросов? У меня тогда к вам будет вопрос. Вы мне для начала назовите, вот вы только что сказали, что в обязательном порядке предоставляются на рассмотрение вот этой экспертной комиссии. Да. Еще раз зачитайте и скажите, это Так. что за норма? Это положение, которое утверждено постановлением правительства от 14 октября 2016 года за номером 551. 2016 года, да? Да, Номер 551. 551. О чем? Пункт 4. Пункт 4. Здесь говорится, аудиовизуальные произведения, предполагаемые для проката на территории Кыргызстана, в обязательном порядке предоставляется. В обязательном порядке. То есть это предварительная цензура идет. Так, теперь у меня к вам такой вопрос. Вы свою позицию, да, в большей части, я вам скажу, да, в большей части вот ваша позиция, она выработана на основе сложившейся правоприменительной практики. И вот это ваше понимание, что вот вы говорите, цензура запрещена и, как говорится, все, да, вообще Конституция это очень сложный механизм. И поэтому, если у вас нету других аргументов относительно вот этого, не зря Кыркелди Джумалевич вам задал вопрос, да, то есть он тем самым хотел сказать, что сама Конституция устанавливает какие-то пределы того, что оно запрещает, да, поэтому рассматривать именно с вашей точки зрения оно неверное, поэтому тех аргументов, которые вы говорите, вот с этой точки зрения, да, я вам сейчас сразу скажу, что вы считаете, например, уголовным законом предусмотрено. Я сейчас пытаюсь своим этим поправить в этом, чтобы услышать какие-то аргументы именно в том направлении, о котором мы сейчас будем с вами говорить. Что такое уголовная ответственность? Это уже свершившийся факт. Это то, что уже нарушена информационная безопасность и уже воздействие на общество оказано. Уже совершено. Как говорится, после того, как все случилось, да, ответственность несут, но оно не имеет уже, скажем, оно уже воздействие оказало свое, оно уже негативные последствия уже выразило, так сказать, в полной мере, да. И в этом смысле то, что вы говорите, что вот эта мера информационной безопасности недопустимы, оно изначально неверное.
То есть это потому, что вы рассматриваете норму Конституции, оно очень, скажем так, в отрыве от других, скажем, конституционных установок. Вот в этом смысле я хочу услышать от вас аргументы, да? Аргументы. Вы считаете, что какие-то запреты не должны развиваться законодательством? Если вы так считаете, почему? Потому раз уж в Конституции прямо сказано, что эти вещи регулируются законом, да? Если это направлено, например, в какой-то мере могут воздействовать на подрастающее поколение, если каким-то образом это воздействует на информационную безопасность. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И то, что вы говорите, что уголовный закон, там, в гражданском законодательстве, это совершенно другое. Видите, Я хочу сказать, вы уточните, да? Ага. Уточните, в какое правовое регулирование вот этой 6 статьи, положение, которое утверждено правительством, именно в какой части, именно каким образом воздействует так, что оно выходит за рамки тех пределов, которые устанавливает Конституция своим запретом. Вот если мы обратим внимание на части 4 и 5, наверное, да, которых статьи 10 Конституции, давайте. о которой вы говорите, что Поэтому и вам есть, задали есть, вопрос. есть, да, В вот соотношении да. именно с этими конституционными Здесь, нормами. Каковы ваши здесь аргументы? Речь идет вот, институт цензуры. Этот термин цензура. Часть 2 говорит, не допускается. Цензура. Я, как юрист, понимаю, что такое цензура. В 6 статье там написано, что человечество. цензура. Не, в 6 статье написано. В 6 статье, Вот. Которую вы оспариваете, да? Здесь указывается, Оспариваете. Там цензура указано. не допускается. Не допускается. Нет, вот дальше там За есть исключением о случаев. допустимости цензуры что-нибудь сказано? За исключением случаев. Здесь же делается оговорка, что Хорошо. в тех случаях Так. цензура допускается. Мы же в таком плане понимаем. Да? Вот цензура. Я акцентирую внимание на понятие цензура. Именно цензура. Я не говорю про слово ограничение. Я согласен, что ограничения должны быть. И ограничения, как вы говорите, вот в 4 и 5 частях статьи 10, они предусмотрены. Тут говорится, что должен быть перечень соответствующих в законе. Да? Вот если мы посмотрим этот закон о господдержке, там перечень не указан. Там говорится просто, что концепция фильма она не должна соответствовать так-то, так-то, так-то. Но там не говорится, что вот этот перечень мероприятий. То есть что за мероприятие? Извините, тут любое мероприятие можно подвести под это дело. Тут перечень конкретный должен быть, чтобы мы, как юристы, должны работать с конкретной нормой, с конкретным обстоятельством. Какой конкретный перечень вы имеете в виду, что он должен содержать? Это Какой уже конкретный законодателю, я так думаю. Ну хорошо, с Потому вашей что точки зрения. сама норма, на мой взгляд, вот это, да, вот 4 и 5, они, так сказать, юридически, мой взгляд, субъективный, не совсем верно сформулированы. Здесь можно, к сожалению, дать волю для злоупотреблений со стороны государства в части подавления, распространения и получения информации для граждан. Хорошо, я поэтому вас спрашиваю, при этом что именно, да? Что именно? Какая формулировка именно позволяет в данном случае, да, произвольно понимать, вот, скажем, те конституционные установки, которые, в общем-то, указаны? Что именно, да? Что именно? Что здесь нужно, да? Вы поняли, да, о чем я говорю вообще, да? Ну, Что просто ссылаясь на то, что вот цензура запрещена и вот это все должно быть отменено, ну, это не детский сад. Это не детский сад, это государственная жизнь, это жизнь общества, да? Жизнь общества, и нужно объективно, да, объективно подходить ко всем явлениям, в том числе к мероприятиям, которые со стороны государства совершаются. Другой вопрос, как это делается, в какой форме. Поэтому я от вас хочу услышать, именно какая формулировка, она не так сделана, что позволяет к этому относиться произвольно. Я говорю о том, что мы не согласны о том, что в законе
о о государственной поддержке кинематографии делается оговорка, что цензура, она в исключительных случаях может осуществляться. Что может, мы говорим, Всё. что не может. В Конституции сказано, не допускается. А здесь в законе дается расширительный уже там, расширяет эта возможность применения Ваша цензуры. позиция понятна. Вот если бы на то пошло, я считаю, что в частях 4 и 5 слово, термин цензура должен был быть употреблен, если мы считаем, что он возможен исключительно. Он должен был быть употреблен. Что вы тут здесь оговорка должна была быть здесь в частях 4 и 5. Здесь говорится об ограничениях. Я говорю, что ограничения есть. Ограничениях. И тут не говорится про цензуру. В 4 и 5. Слово цензура, термин не употребляется. Он употребляется в части 2 статьи 10. Тут, видите, тут разные нормы. Тут разные подходы. Хорошо, ваша позиция ясна. Присаживайтесь. Спасибо.